Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Почти 6 миллиардов рублей выделено на диспансеризацию в России. Расскажем, как проходит реабилитация после ковида. Приемная кампания стартовала в горно-геологическом техникуме Хандыги. Сколько абитуриентов примут в этом году? Почти всю жизнь она отдала труду в одной отрасли сельского хозяйства. Жительнице села в Вилюйском районе исполнилось 100 лет. Кабмин выделил регионам почти 6 миллиардов рублей на углубленную диспансеризацию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Напомним, углубленная диспансеризация стартовала 1 июля. В первую очередь обследования пройдут переболевшие ковид в средней и тяжелой форме. Диспансеризация включает прием терапевта, тест с 6-минутной ходьбой, измерение насыщения крови кислородом, общий биохимический анализ крови, рентген грудной клетки и другие исследования. Тем временем темпы вакцинации снизились в ряде районов Якутии. Об этом сообщил глава региона СН Николаев в программе «Якутия вперед» на нашем телеканале. По его словам, решение о массовой вакцинации, принятое в мае, оказалось верным. Несмотря на критику и непонимание со стороны населения и СМИ, нам удалось остановить распространение, и заболеваемость медленно идет вниз, отметил глава. При этом СН Николаев сообщил, что население вакцинируется по-разному, в зависимости от районов. В некоторых улусах население очень активно принимает вакцину, в других же темпы вакцинации очень серьезно упали. Здесь многое зависит от местной власти, насколько она убедительно высказывается о том, что вакцинация нужна, подчеркнул глава. Восстановление после перенесенной коронавирусной пневмонии – процесс не быстрый. Время на восстановление у каждого человека будет разным в зависимости от возраста, общего состояния организма и сопутствующих хронических заболеваний. Подробнее Надежда Саханская. Переболевшие ковидом восстанавливают организм в реабилитационном центре Якутска. Специальное учреждение открыто на базе Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины. Продолжительность терапии составляет 14 дней. Основное лечение наше – это проведение дыхательных гимнастик разных видов. Они осваивают. Потом у нас идет массаж с перкуссией, да, с применением, и магнитотурботрон. У нас стоит установка магнитотерапевтическая МАДИН. Она, значит, оказывает противовоспалительное, рассасывающее действие. И там используется магнитная пульсирующая волна низкой частоты. Программа реабилитации составляется индивидуально для каждого пациента с учетом личных противопоказаний и совместимости процедур. Меню и режим питания для каждого пациента также персональны. Мы стараемся, конечно, это учитывать и уровень белков, и углеводов, и жиров и так далее. В Абалахском у нас своя столовая, то есть мы сами готовим, да, для пациентов. А здесь у нас есть поставщики по аутсорсингу, они работают тоже на совесть. И пациенты очень довольны. Не было никаких нареканий за этот период, и все довольны. То есть никто не остается голодным. Немаловажную роль при восстановлении организма играет лечебная физкультура, которая укрепляет дыхательную мускулатуру легких. Поступившие сюда пациенты проходят разного рода процедуры с помощью современного оборудования. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Медицинская помощь оказывается пациентам в рамках круглосуточного стационара. Одно из осложнений после перенесенной ковид-инфекции – синдром после вирусной астении, когда человека беспокоит общая слабость и быстрая утомляемость. Эти факторы тоже требуют проведения лечебных мероприятий и укрепления организма. Я прошла 10 дней реабилитации, да, и себя чувствую уже вполне. Это слабость, слабости уже нету. И я благодарна здесь персоналу. Они очень грамотно и с каждым пациентом обслуживают, смотрят очень хорошо, очень профессионально, квалифицированно и очень с доброй душой относятся к пациентам. Положительные эмоции, интенсивные дыхательные упражнения и ведение здорового образа жизни помогут быстрее реабилитироваться после коварной болезни. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск.
Республика перешла на электронные родовые сертификаты с 1 июля. Это стало обязательным для всех медицинских учреждений. Также с 1 января следующего года введут электронные листки нетрудоспособности. Бумажный носитель оформляться не будет. Отделение Пенсионного фонда по республике с 1 июля принимает заявления на новые пособия беременным, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства по предварительной записи. Выплаты полагаются женщинам, вставшим на учет в первые 12 недель беременности, одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно, а также родителям и законным представителям ребенка в случае, когда в его отношении есть судебное решение о выплате алиментов вторым родителям. Районы узнали план по заготовке грубых кормов. В этом году объем составляет свыше 470 тысяч тонн сена. А также хозяйствам предстоит заготовить 26 тысяч тонн сенажа и более 14 тонн силоса. Самый большой объем в Мегино-Кангаласском районе – более 42 тысяч тонн. План для сунтарских хозяйств – 39 тысяч тонн грубого корма. В связи с погодой, с сухой погодой почти во всех улусах травостой ниже среднего отмечаются очаги размножения саранчи. Для уничтожения вредителей специалисты Россельхозцентра обработали более 5000 гектаров земли. Кроме того, рекомендовано довести детальное обследование дальних сельхозугодий и организовать работу по формированию резервного фонда кормов в проблемных улусах. Отобрали 16 районов, участвовали, выделено порядка 87 миллионов рублей. В июне месяце 56 миллионов дошли уже до районов. По этому направлению приобретено по прошлому году, скажем, кормоуборочной техники. Деньги выделялись на устройство траншей для силоса. В таком порядке вот эта программа показывает хорошую свою эффективность. Приемная кампания стартовала в горно-геологическом техникуме Хандыги. В этом году планируют принять 150 абитуриентов по 8 специальностям для подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих служащих. Подробности у Марии Винокуровой. В новом учебном году в горно-геологический техникум на базе 11 класса можно поступить на маркшейдеров, техников аэрофотогеодезистов, машинистов бульдозера и экскаватора, машинистов конвейера и машинистов мельниц, подземных автослесарей. А после 11 класса на такие специальности, как горный техник-технолог, горный техник-разведчик и наладчик технологического оборудования. В этом году свыше 130 студентов были охвачены производственной практикой именно на предприятиях, горнодобывающие предприятия, якутсгеология и дорожные предприятия. И спрос на рабочие специальности, на технические специальности растет. По некоторым специальностям даже мы не все заявки предприятий закрыли. Техникум имеет договоры на прохождение производственной практики почти со всеми промышленными предприятиями республики. А как известно, практика дает студентам возможность дальнейшего трудоустройства. С 2011 года горно-геологический техникум окончили около 700 выпускников. Из них свыше 80% трудоустроены. Окончил профессию автослесарь, водитель категории БЦ, а также оператор заправочной станции. Параллельно я обучался в вечерней школе, получил 11 классов образования, сходил в армию и снова поступил в горно-геологический техникум на машиниста на открытых горных работах. После чего я устроился на рудник Нежданинский. Работа мне там очень понравилась и платят хорошие деньги. Подробную информацию о поступлении можно найти на официальном сайте горно-геологического техникума. Приемная кампания продлится до 25 августа. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Выпускница Нерюнгринской гимназии Ангелина Шавейко стала первой в республике двукратной стобальницей в этом году. На максимальное число баллов она сдала экзамены по биологии и химии. По словам выпускницы, интерес к естественно-научному направлению она проявляла на протяжении всей учебы. В старшей школе Ангелина изучала углубленно биологию и химию, занималась на курсах внеурочной деятельности.
В Якутске открылась выставка-ярмарка народного художественного промысла «Резьба по дереву». Организатором является Национальный центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «СИМЭХ». Принимают участие начинающие мастера и профессионалы, проходят мастер-классы, лекции, практические занятия, продажа изделий. Главная задача – демонстрация работ, организация обмена опытом носителей и мастеров, выявление молодых дарований. Выставка пройдет с 1 по 20 июля в Доме дружбы народов имени Кулаковского в галерее национальных культур. Наша выставка посвящена популяризации здорового образа жизни и направлена на мотивацию молодежи Республики Саха-Якутия. Представлены работы из дерева, резьба по дереву, но именитых народных мастеров, как Василия Ивановича Спиридонова, Баргабагалай, Василия Протопопова, город Якутск, Владимира Егорова, Уселданский улус и многих других. 100 лет исполнилось жительнице села Эльбенге Вилюйского района, ветерану тыла и труда Марии Алексеевне Прокопьевой. Мария Алексеевна родилась в 1921 году в Бапагаинском наследии. Ее юность совпала с тяжелым временем войны и послевоенного советского строительства. Как и все дети, она с малых лет работала в колхозе наравне со взрослыми. На протяжении 43 лет трудилась в одной отрасли сельского хозяйства. Со знаменательной датой, вековым юбилеем ветерана поздравили руководство района, наслега, ну и, конечно, дети и внуки. Долгожительнице торжественно вручили почетный знак долгожителя Республики Саха-Якутия. На долю вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой Отечественной, трудности послевоенного времени. Но вы и ваши товарищи выстояли, победили жестокого врага, восстановили разрушенную страну. Ваш трудовой, жизненный путь, любовь к родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам здоровья и бодрости духа. Президент Российской Федерации Владимир Путин. В местности Орлах Мегино-Кангаласского улуса, где родился и вырос Василий Манчары, 4 июля будет зажжен факел эстафеты огня 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Группу бегунов эстафеты огня возглавляет лидер движения ЗОЖ Якутии Дмитрий Горохов и 10-кратный чемпион Якутской АСР по бегу на длинные дистанции Афанасий Ларионов. Факел эстафеты огня прибудет в село Бердигистях 7 июля, где вечером во время торжественной церемонии открытия игр будет зажжен огонь на стадионе Чипчал. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.